В этом детском саду воспитывается 120 детей из 4 сельских округов Наукатского района. Здание одного из дошкольных учреждений требовало срочного капитального ремонта. В детском саду отсутствуют надлежащие санитарно-гигиенические условия. На текущий момент здесь, в рамках программы малых грантов ПРООН при финансовой поддержке Трастового фонда Российской Федерации, реабилитируется система водоснабжения и канализации. До сегодняшнего дня работники детского сада приносили чистую воду для приготовления пищи, мытья рук и посуды с улицы. Благодаря российской помощи в нашем учреждении решена проблема водоснабжения и канализации. В 30 селах реализуются аналогичные 37 проектов для улучшения санитарных условий в школах, детсадах и ФАПах. В реализации малых грантов софинансирование органов местного самоуправления составляет 20%. Сельская управа Найман является дотационной. Были проведены тренинги для ОМСУ, АВП и СОППВ по вопросам эффективного управления водными ресурсами. В рамках практических туров в другие водные хозяйства мы убедились, что можно улучшить управление водными ресурсами на местном уровне. Проблемы воды были включены в стратегический план устойчивого развития Айыльного аймака, что позволило нам четко определить эти проблемы, планировать и привлекать средства. Программа ПРООН «Интегрированное развитие Ошской области в Кыргызской республике» реализуется с 2016 года. Основная цель программы – это содействие правительству Кыргызской республики в продвижении вопросов миростроительства через сокращение бедности и устойчивое развитие потенциала местных сообществ в пилотных районах. Программа ПРООН «Интегрированное развитие Ошской области в Кыргызской республике» реализуется в 17 пилотных айыльных аймаках Наукатского, Узгенского и Каракульдинского районов при финансовой поддержке Трастового фонда Российской Федерации и состоит из 5 компонентов. Сельское хозяйство, туризм, торговля и продвижение зеленых технологий, улучшение доступа сельского населения к постоянному водоснабжению путем реабилитации систем питьевого и ирригационного водоснабжения через малозатратные и экологически безопасные технологии. Реабилитация социально-экономической инфраструктуры, развитие материально-технической базы профессионально-технических лицеев на местах для улучшения доступа населения к качественному образованию, усиление резистентности местных сообществ к природным катаклизмам. Исследование выявило, что в Наукатском, Узгенском и Каракульдинском районах 60% населения получают воду из водопроводных сетей, а остальные используют воду из открытых водоемов. Для сотрудников СОППВ и АВП были проведены тренинги по планированию, управлению, бюджетом и делопроизводству. К сожалению, только 1/5 часть населения в селах оплачивает услуги водоснабжения. Остальные отказываются, ссылаясь на то, что они используют воду из открытых источников. Предстоит большая работа по информированию населения и изменению их поведения по отношению к питьевой воде, что напрямую влияет на их здоровье.